Слово для доклада предоставляется председателю Верховного суда Кыргызской Республики Калиевой Гульбаре Кутюровне. Спасибо, Петр Павлович. Уважаемый Вячеслав Михайлович, уважаемые коллеги, уважаемые участники совещания. Определяющая роль судебной системы в защите прав и свобод человека немыслима без существования сильной, независимой судебной власти, способной эффективно удовлетворять потребности человека и общества. Государство принимает все возможные меры по построению независимой судебной системы в соответствии с конституционным принципом разделения властей. Стремление утвердить верховенство права, обеспечить социальную справедливость, экономическое благосостояние и духовное развитие народа связано с укреплением судебной системы республики, способной гарантировать законность и защиту конституционных прав и свобод граждан. Формирование авторитетной судебной власти в стране составляет неотъемлемую часть современной политики развития Кыргызстана. В новых экономических и социальных условиях, закономерно вызывающих множество правовых деликтов и конфликтных ситуаций, неизмеримо возрастает роль независимого и справедливого суда. Независимость суда и судьи – это не только гарантия качественного, объективного, непредвзятого правосудия, но и главное условие надлежащей защищенности прав и интересов каждого гражданина и общества в целом. Принцип независимости судей предполагает, с одной стороны, недопустимость вмешательства в процесс отправления правосудия всех ветвей власти и заинтересованных лиц, а с другой, судья, осуществляющий правосудие, должен обладать высоким профессионализмом, безупречной нравственностью, убежденностью, способностью отстаивать свою независимость. Профессиональная этика судей обязывает их использовать силу закона только в интересах общества и государства для охраны прав и свобод физических и юридических лиц. Это предопределяется действием целого ряда факторов, заметное место среди которых занимает степень развитости правовой культуры общества и цивилизованность самого государства, его готовность защищать права и законные интересы человека и гражданина. Обе составляющие принципа независимости судей отражают способность противостояния всевозможным попыткам влиять на принятие ими решения в соответствии с собственным убеждением. Любое внешнее вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия грубо нарушает принцип независимости судей и препятствует нормальной деятельности суда. Законодательство Кыргызской Республики не допускает вмешательства в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Гарантии независимости судей как носителей судебной власти и самостоятельность судов закреплены Конституцией и законами Кыргызской Республики. Также вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия в соответствии с статьей 332 Уголовного кодекса Кыргызской Республики является уголовно наказуемым деянием. Независимость судебной системы также тесно включает в себя и финансовую самодостаточность, то есть наличие достаточных законодательно определенных бюджетных средств на финансирование судебной системы. До 2014 года в Кыргызской Республике процесс формирования и исполнения бюджета судебной власти был полностью под контролем Министерства финансов Кыргызской Республики. Бюджет судебной системы зависел от Министерства финансов по вопросам своевременности открытия финансирования или сокращения бюджетных средств, предусмотренных законом на финансирование судебной системы. В государственной целевой программе по развитию судебной системы Кыргызской Республики на 2014-2017 год, утвержденной Жогорку Кенешем парламентом Кыргызской Республики, государство признало важность вопроса независимости судей и обязанности государства по финансированию судов в объеме, необходимом для полного и независимого осуществления правосудия. За период реализации программы наблюдалось ежегодное увеличение бюджета судебной системы. В 2016 году был принят бюджетный кодекс Кыргызской Республики, согласно которому проекты нормативных правовых актов по вопросам, касающимся бюджета судебной системы, подлежат обязательному согласованию Советом судей Кыргызской Республики. Одним из важнейших элементов обеспечения независимости любой судебной системы является отбор судей, который осуществляет Совет по отбору судей Кыргызской Республики.
Состав Совета по отбору судей определяется Конституцией и включает в себя судей и представителей гражданского общества. Совет судей, парламентское большинство и парламентская оппозиция избирают по 1/3 состава Совета по отбору судей соответственно. Следовательно, представители судебной власти составляют лишь 1/3 Совета по отбору судей, что не соответствует ряду рекомендаций международных органов и экспертов. Имеет место случай отсутствия необходимых для выполнения судейских функций нравственно-ценностных установок у самих судей. Особенность деятельности судьи состоит в том, что окончательное решение по делу судья принимает не только руководствуясь нормами закона, но и судейским усмотрением, которое не может быть урегулировано какими-либо формальными правилами и определяется ценностными ориентирами судьи. Именно нравственный потенциал судьи, непредвзятость, открытость, неподкупность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, сочетание с его профессионализмом могут обеспечить достижение наилучшего социального результата, беспристрастного, справедливого, независимого и самостоятельного суда. Кодекс чести судей Кыргызской Республики предусматривает четкие критерии этического поведения судей. Обязанность судьи соблюдать правила профессиональной этики, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, проявлять должную заботу о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и достоинства и авторитета судебной власти. В Кодексе установлено, что независимость судебной власти является конституционным принципом обеспечения верховенства права при осуществлении правосудия, условием беспристрастности и основной гарантией справедливого судебного разбирательства. Поддержание независимости судебной власти, следование принципу независимости является обязанностью судьи. Общественное мнение, возможная публичная критика деятельности судьи, в том числе в средствах массовой информации, не должны влиять на законность, обоснованность и справедливость принимаемых ими решений. Судья обязан сообщать Совету судей о любых попытках воздействия на судью, прямого или косвенного давления на него с целью повлиять на принимаемое решение, а также о наличии обстоятельств, могущих поставить его в ситуацию конфликта интересов. Положение Кодекса является дополнительным инструментом противодействия посягательству на принцип независимости судей и беспристрастного осуществления правосудия. В 2016 году в законе Кыргызской Республики о доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики, введен термин «внепроцессуальное обращение». Под данным термином подразумевается поступившее в письменной или устной форме судье по конкретному судебному делу или материалу, находящемуся в его производстве, обращение от лиц, не являющихся участниками судебного разбирательства, либо обращение в непредусмотренной процессуальным законодательством форме от участников судебного разбирательства. Целью данных новшеств является обеспечение условий для независимости судьи, искоренение попыток оказания давления или вмешательства в процесс отправления правосудия. Улучшается инфраструктура судов, финансируется аренда жилья судей, начинает формироваться служебный жилой фонд. Кроме того, увеличение финансирования судебной системы позволило создать Институт судебных приставов, обеспечивающих порядок судебных заседаний, охрану зданий судов и содействие деятельности судебных исполнителей. Судебная система сделала большой шаг к достижению открытости и прозрачности. Публикация судебных заседаний и судебных актов стала для судей нормой. Судебные заседания проводятся открыто. Введено аудио и видеопротоколирование судебных заседаний по уголовным делам. Судебная система переходит на электронное судопроизводство, запущены пилотные проекты электронной регистрации дел и автоматического распределения дел. Проводится анализ эффективности и оценки деятельности судьи. Критерии оценки деятельности судьи должны быть взвешенными и объективными, исключающими двусмысленное толкование.
Судебная власть является самостоятельной ветвью государственной власти и характеризуется наличием двух основных функций – осуществления правосудия и судебного контроля. Сильная, самостоятельная и независимая судебная власть является необходимым условием для эффективной деятельности всех ветвей власти, всего государственного механизма. Осуществление функций судебного контроля, охрана и защита прав, исключение всяких попыток действовать неправовыми средствами, от кого бы они ни исходили, является главной задачей судебной власти. В этой связи самостоятельность и независимость судебной власти рассматривается как ее способность сдерживать злоупотребления и предотвращать бездействие других ветвей власти. Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что судебная система за годы независимости Кыргызской Республики с учетом реалий сегодняшнего дня поэтапно двигается к цели создания справедливой и независимой судебной системы, которая отвечала бы всем международным стандартам. Спасибо за внимание.